Вы смотрите «Якутия-24». Это итоговый выпуск новостей в прямом эфире. О самых заметных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Сегодня состоялся исторический момент. Глава республики подписал указ о развитии столицы региона до 2032 года. Более подробно расскажем об указе и работе депутатов на 31-й сессии. С сегодняшнего дня все участковые избирательные комиссии Якутии, как и по всей стране, приступают к своей работе. В зимнее время в селе Табага из-за старых неисправных канализационных труб и септиков часто образовывались наледи. Почему жители уверены, что в предстоящую зиму проблем не будет? В Ленске сенокос уже на завершающей стадии, а уборка сельхозкультур еще впереди. Узнаем, хватит ли запасов на зиму. В Москве в Большом театре объявили победителей открытого национального конкурса «Арт Мастерс-2021». В номинации «Звукорежиссер» золотую медаль вручили якутянину. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Ему было 55 лет. Накануне Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, в 2016 был заместителем главы ФСБ России, а до этого исполнял обязанности губернатора Калининградской области. Также Зиничев руководил УФСБ по Калининградской области. У него остались жена, сын и 3 внуков. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева, заявив, что это большая утрата. В республике продолжают гореть леса. Так, за прошедшие сутки обнаружено 6 новых пожаров. Об этом в ходе брифинга сообщил главный лесничий республики Сергей Сивцев. В целом на территории Якутии, по данным оперштаба, действует 31 пожар на территории 8 районов республики на общей площади 245 тысяч гектаров. Из них тушится 10, локализовано 3, 4 ликвидировано. У нас 9 в зоне обслуживания и остальные 22 пожаров это в зоне контроля. Всего на тушение задействовано у нас 228 человек и 36 единиц техники. Также работает авиация. Вертолеты Ми-8 работали в Усть-Алданском районе и Усманском районе на тушение лесных пожаров. Сегодня в Чурапчинский улус с рабочим визитом прибыла депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова. Она посетила некоторые социальные объекты, введенные в последние годы в Улусе, такие как Центр развития ребенка, детский сад «Кустук» Телейского наслега, общежитие Чурапчинского института физической культуры и спорта, а также строящиеся объекты многоквартирных домов в селе Чурапча и в Телейском наслеге по программе переселения граждан из ветхого жилья. На сегодняшний день активно проводится работа по газификации населенных пунктов Улуса. Завершены работы по пуску газа 7-го спускового комплекса в селе Чурапча, где подведены газовые стояки к 421-му земельному участку. Реализуется федеральная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время данная программа является самой большой программой, которая направлена на развитие сельских территорий в целом по республике, так и в целом по Российской Федерации. На днях завершаются строительно-монтажные работы 5-го и 6-го пускового комплекса районного центра села Чурапча. Правительство республики при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева мы сегодня можем сказать, что динамично развиваются сельские территории. Якутия должна стать позитивным примером для всего мира. Так звучит ключевая идея первого заседания Совета по благополучию и устойчивому развитию при главе республики. В работе посещения приняли участие представители ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских школ, руководители крупнейших промышленных компаний и современных институтов развития. Глава региона Айсен Николаев поделился своим видением миссии Якутии, высказался о вызовах, стоящих перед регионом, и о роли Совета в поиске ответов на них. Он отметил, что в глобальной перспективе на Якутию, крупнейший арктический регион России и мира, возложены важнейшие социально-культурные и экологические функции.
Сегодня депутаты Якутской городской думы провели 31-ю очередную сессию с участием главы региона Айсена Николаева, где состоялся исторический момент. Был подписан указ о развитии столицы региона до 2032 года. Более подробно о работе депутатов на сессии и о подписанном указе в материале Дмитрия Тымырова. Новыми достопримечательностями должен отметить Якутск, столетие Якутской АСР. Об этом говорили на очередной сессии Гордумы. Так, в будущем в столице региона по плану мэра и городских депутатов появится мемориальная доска Эдуарду Бондареву, памятники кормящей маме с детьми и братьям Семену и Сафрону Даниловым. Но что касается принятия решения по братьям Даниловым, то это решение мы приняли сегодня на сессии. Рассчитываем на то, что памятник будет, успеют его установить к Дню Республики. А где он примерно будет расположен? По проспекту Ленина в районе 8-й школы. Не могли не коснуться на сессии вопросов, связанных с предстоящим днем города. В первую очередь это награждение памятными знаками отличившихся горожан. Хочется сказать, что наша сессия проходит в преддверии Дня города. Мы рассмотрели сегодня 2 кандидатуры на звание почетного гражданина города Якутска. И депутаты единогласно приняли решение поддержать эти кандидатуры с тем, чтобы мы в День города поздравили наших граждан. Но, пожалуй, главным подарком для всех горожан стало подписание главой республики указа о развитии столицы до 2032 года. Безусловно, сегодня очень важное событие. Впервые в истории глава республики принимает участие в сессии Якутской городской думы. Это обусловлено тем событием, которое сегодня состоится, важнейшим событием для развития города Якутска, подписание указа о развитии Якутска на период до 1932 года. Благодаря этому важному документу столица региона получает новый виток развития. Помимо создания инфраструктуры и благоустройства, на передний план, согласно указу, выходит значимость каждого жителя Якутска. Люди должны стать истинными хозяевами родного города, любить его и заботиться. Столица нашей республики должна укрепиться в статусе лидера экономического роста, внедрением новых технологий, примером высоких стандартов качества жизни для республики, да и для всех северных городов не только России, но и мира. Якутск должен стать по-настоящему родным, дружелюбным городом для всех якутян, красивым и комфортным. Должен стать центром притяжения инициативных людей из других регионов страны, да, если надо, и из других стран. В свою очередь мэр города Якутска Евгений Григорьев сообщил, что в самое ближайшее время в стратегию развития города будут внесены ряд корректировок с учетом поставленных руководством республики задач. Дальше мы будем корректировать наши стратегические документы. Сегодня будет уже начата работа по изменению стратегии социально-экономическому развитию внутригородской под цели, определенные в указе. Ну и в целом будут корректироваться все программы муниципальные и показатели под задачи, которые поставлены под указом. Реализация указов главы Якутии должна стать приоритетом в развитии столицы региона, ведь в его основе улучшение качества жизни населения. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. С сегодняшнего дня все участковые избирательные комиссии Якутии, как и по всей стране, приступают к своей работе. В целом по республике действуют 794 избирательные комиссии, считая 27 временных. В Якутске и в Жатае будут работать 129. Участковые избирательные комиссии будут работать с 10 утра и до 14 часов дня. В дни голосования с 8 утра и до 8 часов вечера. Основная задача заключается в работе с избирателями, а также подготовке помещений к дням голосования, которые пройдут, напомню, 17, 18, 19 сентября. Уже с сегодняшнего дня граждане могут подать заявление об откреплении с избирательного участка. Это нужно сделать до 13 сентября. Такое заявление, к примеру, могут подать иногородние, которые, живя в столице, зарегистрированы по месту жительства в другом населенном пункте. Проголосовать уже нельзя будет, если такое заявление не будет подано. Его можно будет подать как на участке,
участковой избирательной комиссии, так и через госуслуги и через МФЦ. Также вплоть до конца голосования избиратель может внести уточнения в список избирателей. То есть, если какие-то ознакомиться со своей частью списка, где он записан, и, возможно, исключить кого-то, возможно, включить и сделать какие-то замечания. Все это можно сделать здесь на участке. Перейдем к эпидобстановке. На 8 сентября выявлено 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 84 случая. По 7 заболевших в Амгинском, Мирнинском и Татинском районах. 6 в Намском районе. 5 в Верхоянском, в Ленском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 4 случая. В Верхневилюйском и Горном по 3. В 4 районах республики по 2 случая и в 2 по 1 заболевшему. Продолжают фиксироваться смертельные случаи на территории республики. В основном это все случаи достаточно тяжелые. Врачи принимают все меры для того, чтобы сохранять жизнь пациентов. В основном все случаи сегодня вообще попадания в больницы, они связаны с гражданами, которые вакцину не получали. Все, кто получал вакцину, проходят течение заболевания, проходит легче в зависимости, конечно же, по состоянию от основных заболеваний, которые имеют граждане. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации для того, чтобы избежать в том числе несчастных печальных случаев. В эти дни в Центре международной торговли в Москве работает 20-й съезд оториноларингологов России. Мероприятие уже называют знаковым в российском здравоохранении. За 120-летнюю историю съезд собирался всего 19 раз, начиная с первого Санкт-Петербургского съезда в 1903 году. С делегацией Якутии на юбилейном форуме лор-врачей России встретилась Туяра Константинова. 4 дня насыщенной программы, научные заседания по направлениям ринологии, атиатрии, сурдологии и детской оториноларингологии. Особый интерес практикующих врачей из регионов вызвали экскурсия в симуляционный центр Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии, а также выставка медицинского оборудования нового поколения. Программа съезда очень большая, насыщенная, очень много интересных тем. Для молодого врача это, получается, новые знания, новая информация, которая нам обязательно понадобится при работе. У меня вообще кабинет очень хорошо оснащен. Получается, по стандарту все есть, начиная с лор-комбайна и по инструментарии тоже. Но здесь очень много производителей, и каждый для себя найдет то, что ему нужно. В Якутии заболевание органов уха, горла, носа называют краевой патологией. Причина тому якутские морозы и суровый климат. Пандемия внесла свои коррективы в работу лор-врачей. Они сопровождали пациентов в ковидных отделениях и, как показывает практика, достойно выполнили свой профессиональный долг. Оториноларингологическая служба Республики Саха-Якутия в России считается одним из лучших. Николай Аркадьевич Дайхис, когда приезжал к нам, это главный оториноларинголог Минздрава России, он 4 года назад приезжал к нам в Якутск, и мы подписали соглашение о сотрудничестве с научно-медицинским исследовательским центром оториноларингологии и Минздравом нашей республики. И с тех пор проделана очень большая работа. И у нас очень тесное сотрудничество не только в плане подготовки кадров, научных исследований, но и в плане лечения наших пациентов в головном нашем центре. Что касается влияния дыма от лесных пожаров на здоровье якутян, то в республике уже работают специалисты Минздрава России и ведут мониторинг заболеваний органов верхних дыхательных путей. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Из Москвы возвращаемся в Якутию. В поселке Табага продолжаются ремонтные работы по замене труб канализации. На сегодняшний день в населенном пункте есть 72 благоустроенных дома. Из этих домов отходы через канализационные трубы накапливаются в большие септики, откуда ежедневно более 20 ассенизаторских машин вывозят те самые отходы в Якутск на сливную станцию. Работу по замене труб, а также некоторых септиков выполняет жилкомсервис. В зимнее время в селе Табага из-за старых неисправных канализационных труб и септиков часто образовывались наледи, что не соответствовало по всем нормативам благоустройства. Но жители уверены, после ремонтных работ в предстоящую зиму проблем не будет.
Мы стоим около домов на Каландарашвили 15, 17, 19. Нынче здесь поменяли трубы где-то в порядке 300 метров. Были старые. В прошлый год, конечно, очень плохо продержались. Надеемся, что жилкомсервис будет дальше работу продолжать. Надеемся, что в эту зиму прожить. В Алданском районе стартовал отопительный сезон. Как заявил директор алданского филиала общества «Теплоэнергосервис» Кирилл Балаганский, запуск теплоносителя в системе отопления прошел без особых проблем. Некоторые возникшие рабочие моменты не повлияли на этот процесс, рассказывает Руслан Павлов. Начало отопительного сезона обычно проходит в напряженной атмосфере. Как говорят сами поставщики тепла, вроде бы все готово, ничто не предвещает опасений, однако что-нибудь да происходит. Тем не менее, вход в нынешний отопительный сезон для основного поставщика тепла в Алданском районе, общества «Теплоэнергосервис», прошел без серьезных проблем. Зашли мы в сезон, по графику, все объекты запущены. На сегодняшний момент занимаемся наладкой гидравлических режимов, тепловых сетей, тепловых пунктов. Но есть, конечно, небольшие проблемы, то есть связано это с спуском воздуха, с открытием жилого фонда. То есть это все в рабочем порядке решается, особых проблем нет. На зиму коммунальщики основательно запаслись топливом. Уголь есть как на котельных, так и на складах. Остается ждать своевременной оплаты за тепло и воду и погашения долгов населения за коммунальные услуги. Они, по разным оценкам, по алданскому филиалу составляют от 150 до 300 миллионов рублей, что сказывается на работе теплоэнергосервиса. Необходимо закупать топливо, своевременно выдавать заработную плату, то есть проводить ремонтную программу, приобретать оборудование, то есть цены растут отрицательно. В новом отопительном сезоне теплоэнергосервис увеличил нагрузку на объекты ТВС. Состоялись подключения к теплоснабжению нескольких новых многоквартирных домов и спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» в Алдане. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгри обновляют территорию, прилегающую к Центру культуры и духовности имени Пушкина. Ремонтные работы по замене тротуарной плитки идут полным ходом. Как сообщил директор центра Сергей Кравченко, брусчатка была уложена еще в 2014 году. Необходимость ее замены возникла давно. Городская администрация изыскала в бюджете средства на эти цели. Работы выполняет местный подрядчик. К середине сентября ремонтные работы должны быть завершены. В общей сложности будет заменено 800 квадратов новой плитки установлено. Также будет произведен ремонт бордюрного камня, замена и ремонт водоотводящего лотка. Подрядчик, конечно, с опозданием выполняет работу, но обещает к 20 сентября закончить. Акция «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология» продолжает свое шествие по республике. Эстафету от лесничества Горного района принял Якутлесресурс. 10 тысяч саженцев сосны обыкновенной было высажено на 44-м километре Вилюйского тракта. Подробнее расскажет Сыргалана Неустроева. Акция «Сохраним лес» по праву признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году она стартовала в Якутии с города Нерюнгри. Наша съемочная группа также оказала небольшую помощь при посадке деревьев. В Якутии проект объединил тысячи добровольцев и представителей лесничеств со всех уголков республики. Присоединились к акции студенты. Для них это стало не просто актом доброй воли, но и профилактикой лесных пожаров. Мы сегодня пришли в факультетом лесного комплекса и землеустройства. Под моим началом 12 студентов из двух групп – лесное дело и ландшафтная архитектура. Этот год прошелся нам не сладко, везде были пожары, поэтому восстановление лесов для нас в первую очередь. Ну а вероятность того, что высаженная сосна приживется на этом месте, как уверяют специалисты, равна практически 95%. Дерево это достаточно неприхотливое. На этих почвах растет только сосна. Мы уже 3-й год высаживаем посадочный материал на этом карьере, и в этом году мы, наверное, этот карьер закончим садить. Ну а ухаживать что? У нас вообще в республике само по себе естественное возобновление очень хорошее. Поэтому мы посадим материал для того, чтобы быстрее эти карьеры наши отработанные покрылись лесом. Между тем, именно хорошее естественное возобновление леса, по словам ветерана лесного хозяйства Сыргаланы Амосовой, стало причиной того, что работы по искусственному лесовосстановлению в республике необходимо наращивать.
Все равно нужно лес сажать. А в Якутии нет опыта было искусственного выращивания. У нас всегда было естественное лесовозобновление. Ну, я скажу, кстати, тоже неплохое на гарях, да. Но все равно вот такая акция, она вот на таких пустых пространствах, она должна помочь. И я очень надеюсь, что эти леса вырастут. Так, более 22 тысяч деревьев уже посажены в рамках акции, эстафета которой была передана Хангаласскому району. Конечно же, я считаю, что мы должны вообще посадкой деревьев заниматься постоянно. Не только в наших городах и деревнях, хотя это тоже очень важно, но уже сейчас надо нам заниматься восстановлением лесов рядом с нашими населенными пунктами, на тех местах, где шло промышленное освоение, на тех местах, где, к сожалению, наши леса пострадали от пожаров. Якутия не единственный регион, принявший участие в акции «Сохраним лес». Это всероссийский проект. За 2 года его проведения было высажено в общей сложности более 82 миллионов деревьев по всей стране. В этом году акция продлится до 30 ноября. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Урожай картофеля, овощей и сена в Ленске в этом году пока немного ниже показателей прошлого. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все еще впереди. Хватит ли запасов на зиму и какие приспособления для сельхозработ придумывает изобретательные ленчане, узнавала Анна Кожевникова. Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна ленчанам с затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось – 7500 тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу – 7150. Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара. Но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн. Выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 – на Торинский и Ярославский. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Завершим наш выпуск новостями культуры. В Большом театре Москвы объявили победителей открытого национального конкурса «Арт Мастерс-2021». Это конкурс среди тех, кто работает в креативной индустрии, но всегда остается за кулисами. На финал чемпионата были приглашены 3 якутянина – Андрей Никулин из Нерюнгри, Анна Иннокентьева и Ренат Максутов из Якутска. В номинации «Звукорежиссер» золотая медаль, «Арт Мастерс», денежный приз в 500 000 рублей и сертификат на прохождение стажировки вручены Андрею Никулину. Якутянин работает заведующим музыкальной частью Нерюнгринского театра кукол. Последняя его большая работа – детский спектакль «Судьба» по Михаилу Шолохову, где он выступил музыкальным оформителем. В середине сентября творческий коллектив Нерюнгринского театра кукол планирует выехать в гастрольный тур в Кострому с премьерой этой постановки. Это великолепное событие, и просто быть финалистом уже было для меня победой. Такой опыт, а тут еще и первое место. У нас буквально в ближайшее время будет спектакль по Булгакову. Очень интересный должен быть спектакль.
я там помимо звукорежиссерской работы, за музыкальной, я еще и композитор буду. То есть, ну, я иногда пишу к спектаклям музыку. То есть где-то так раз в год, раз в 2 года, вот, но бывает. На участие в отборочных турах национального чемпионата в сфере творческих компетенций «Art Masters» было подано более 18 тысяч заявок. Из них в финал по 19 компетенциям прошли 190 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Общий призовой фонд конкурса составил более 21 миллиона рублей. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.